تضرب نفس له ضاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Yavaş iyi mekka sıkı öyle öyle. Zurna biçinse çötka, gerası vayız kıtko, mankata şey şokleyik pişkat davatpa. Zurna biçinse çötka, gerası vayız kıtko, mankata şey şokleyik pişkat davatpa. Cehile şey mıkarha, kasımlı şey gaparha. Я напоминаю, что в эфире «Горячий поднос». Мы находимся в Рутульском районе, селение Мишлеш, и находимся в доме легендарного основоположника цахурской газеты «Нур» Ибрагима Гарун Халиловича. А эта прекрасная женщина Аминат сегодня меня научит готовить настоящий цахурский хинкал. Ну что, приступим? Да. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь? Вот у нас есть тесто. Какое оно? Тесто мы сделаем из муки холодной водой. Примешали хорошо. Вот. А теперь... Это получается пресное тесто? Да, да. Ничего не добавляем. Не трогать ничего. Некоторые телезрители могут подумать, что все-таки есть сходство между лакским и хинкалом. А в чем отличие? Чем все-таки ваш хинкал отличается от лакского? Наш хинкал, лакский не знаю, мы называем это соргелле. И как переводится? Как переводится? Соргелле это слово. Да, соргелле. Есть перевод? Нет. На русский? На русский нет. Я никогда не видела русский хинкал. Я говорю, хорошо, понятно. И что мы сейчас делаем? Мы раскатываем тесто вот таким вот образом, придаем ему такую форму. Дальше? И вот так выпекаем поречи. Так, добавляем мука. Что мы делаем дальше с этими кубиками? Кубиками мы делаем соргелле. Первый блин комом, это естественно. Сейчас, надеюсь, получится второй. Делаем это вот так, раскатываем. И указательным пальцем надавливаем, да? Вот так тянемся к себе. О, не получилось. Сильно не нажимай, тесто пускай. Вот так, видишь? Вот раз. Немножко вот так. Ну, Бог любит троицу. Надеюсь, в третий раз у меня Еще. все-таки получится. Вот раз. Получилось. Получилось. Вот. Придаем Вот так. такую форму.
Наверное, каждая цахурская женщина должна уметь готовить цахурский хинкал. Да, обязательно. А сколько вам было лет, когда вы первый раз самостоятельно сделали такой хинкал? 18 лет еще не было таких хинкал. Научила бабушка моя. Мы эти цахурские хинкалы 40 лет. Наша бабушка нас приучила. 18 лет еще не было, когда я этих хинкал 40 лет сделала. И после этого у нас цахурские женщины должны уметь эти 40 лет готовить. А что еще добавляет в этот хинкал? С чем он идет? С мясом, с бульоном, с аджикой? Мясом, бульон, мясо. Аджика никакого. Это картофель туда добавим. Фасоль, или же чечевица. Сперва мясо варим, сушеные. Тесто готовим 40 лет. В другой кастрюле мы варим 40 лет ночи. Да, ничего. А какие еще блюда должна была уметь готовить цахурская девушка? Сахурская девушка, хинкалы, дальше блины, дальше курицу, все должны. Чуду, племянники, все. Но все-таки Это да. чем славится цахурская кухня? Что основное? Это хинкалы? Хинкалы, вот такие 40 лет. Таких ни у кого нет. Да, вот такие хинкалы. 40 лет ни у кого нету, никто не делает. Только наши сахурские люди. А чем обычно зимними долгими вечерами занимаются цахурские женщины? Помимо того, что они делают хинкал. После этого раньше мы сделали ковры, шерсть руками свои и вязали эти нитки тоже. Руками сидели. Вот эти ковры мы своими руками сделали. Я отекла 9 вот таких ковров. Каждому сыну, каждому дочери отдала. А, то есть вы как приданное готовили им, тоже, да? Да, и дом тоже. Каждому одно. А разве молодая девушка не должна была сама себе соткать ковер, нет? Она же в школу ходит. Потом наши дети все учили, почти все высшее образование, а то училище окончили. Ну, Только один вот этот сын у меня здесь со мной, директором работает, Ислам Мурудович. Невеста тоже наша учительница работает, она что в больнице. Нету дома. Вот у него тоже 2 мальчика. Хорошо, машаллах, мы живем. Да, это хорошо, дай Бог вам здоровья, дай Бог, чтобы всегда был мир в вашем доме. А просто у табасаранцев, если молодая девушка не умеет ткать ковры, и пока она себе не соткет ковер, ее не берут замуж. А у вас такого нет, Нет, да? нет. Ой, это прекрасно. Мне такая традиция нравится больше. Все ехали. Вот, Аминат, посмотрите, сколько уже мы с вами наделали хинкалов. Вот, и скажите, я хороший ученик, у меня получается, правда, вот тут я немножко подправлю. Но для первого раза сойдет, да? Сильно нажимает и палец, поэтому Ага. мука надо здесь. Вот. Чисто вот так тянем к себе. А сильно ты палец нажимаешь, видишь? Вот, Вот, получилось. Да. Скажите, Аминат, а чем еще занимаются ваши женщины, помимо того, что делают хинкал, ткут ковры? Эти чевеки делаем, наши женщины. Девочки раньше работали, что с этим крючком сделали эти джей себе, как говорят. Сушили этими нитками тоже. Такое. Я тут нисколько у нас не знаю, теперь не осталось. Вязание, этим вязанием занимаемся. У нас все. То есть работу хоть отбавляй, а хозяйство ведете, смотрите за коровами. Коровами тоже смотрят, и девочки тоже едят. Всегда 2 коровы, и куры. Так, вот мы почти уже заканчиваем делать наши хинкалы, осталось совсем ничего. И скоро они отправятся в кипящую воду. Да, кастрюлю. Кастрюлю. Отдельно, а мясо отдельно варим. Да, отдельно хинкалы, отдельно мясо я. Вот. Вот такая вот красота у нас получается. Все-таки, конечно, Получается, да. мои, конечно, отличаются от ваших, но я думаю, что для первого раза сойдет. Конечно, первый. Сейчас наши хинкалы
отправляются в кипящую воду. Кипящая вода. А печь у нас на углях? Нет, на дровах. На дровах, да. кизяки. Да, сейчас покажем нашим телезрителям, как топится печь. Вот кладем хинкал в кастрюлю. Да. Ага. Так, и все надо помешивать. Помешивать. А здесь мясо варят. Напоминаем нашим телезрителям, что это цахурский хинкал. Готовится он из пресного теста, то есть соль, вода и мука. Мука, да. Пшеничная мука. Пшеничная. Очень. Кизяк. С этим топим целую зиму вот так. Печка. А кизяк заготавливаете летом? Руками. Да? Нет, летом. Зимой Какой? тоже И зимой. и зимой. Да. Уже сегодня скатывала, там вторая пришла. Бабушка. Теперь. Вот здесь мы сушеное мясо варим, колбаса и сушеное мясо отдельно. А здесь чечевица отдельно. Вот, а здесь хинкал. Наш хинкал уже подошел. Может, эту миссию доверите мне? Да, вот так. Итак. Вот так вот снимать надо, да? Да. Не отходите далеко, пожалуйста. Все в одну тарелку? Нет. А, в разные. Каждому То есть отдельно. мы даем всем порционно, да? Да. То есть каждому по порции. Сейчас мы вытаскиваем вареное мясо. Это тоже, да? Это колбаса. Сушеное. Вот прям все выкладывать на одну тарелку, да? Тарелку, да. Вот так вот. О, боже, как текут слюнки. Поближе, чтобы зритель увидел эту красоту. А запах, какой все-таки запах. Я представляю, как мне телезрители сейчас завидуют. Марик, вы мне завидуете? Да я так близко снимаю, что даже запах уже, по-моему, телезрителю идет даже. Чечевицу хинкал. Вареную. И заливаем все бульоном, правильно? Да. Вот так. А теперь мы со всеми членами семьи сядем за дружный стол. Наконец мы сели за вкусный дружный стол. И во главе Урут Джамалович. Вот представьте, пожалуйста, остальных членов семьи. С именами мы уже знакомы. Это ваша супруга. Да, это моя жена, это мой сын, это мой внук. Сын у вас директор Да, школы. директор школы, супруга его болеет, тоже учительница работает, другой младший сын тоже там, внук младший в Бабаюрте находится. Вот такая дружная семья у нас. Сурвели это и не ежедневные это блюда. Сырвеле это то, что мы сейчас будем есть. Да, Точнее, да, то, что мы сейчас готовили. Это в неделю один раз, в месяц два раза. Готовится обычно гостям. Раньше вообще, те времена трудно было, сейчас хорошо жить началось, мясо есть. С рули получается вкусное сушеное мясо. Можно свежее мясо тоже. С баранина еще лучше она это жира. У кого давление, надо говядина. Вот эта колбаса сушеная. Вот она где на это? столе у нас. Вот это. Вилка. Так, где? вот вилочка, держите, Вот эта пожалуйста. колбаса как раз, это самый такой цахурская колбаса, сушеная, вкусно. Туда добавляют барбарис, разные тюмень, травки. Она получается вкусная, очень вкусная. Сушат, Вот. скорее всего, в летний период, да? Нет, его режет, сушат только в октябре. Раньше нельзя жара, дальше октября, холод тоже нельзя. Только с 1 октября по 30 октября и целый год она держится. Она вкусно остается. Вот. Но основная это сурули мужская это блюдо. А почему Вот. женщины не кушают? Боятся поправиться? Нет, ну кушает, тоже надо. Все кушают, а чего не кушается? Трудно в Дагестане, не Дагестане, я в Азербайджане, в многих местах, Грузии, Армении, может, в СССР объехал,
такой форму шуреле каштахорский нигде не видел в этих ресторанах. В Чечне тоже был. В Чечне калоши говорят, но не так делается. Иногда расчет правильно не получается. Сушеное мясо, там соль много добавляется. Когда вот это бульон из сушеного мяса соленый получается, то к нему добавляется этот бульон, который сварили эти. Сварили то, что сейчас моя супруга принесла. Давайте я наконец попробую, что это такое. Да, попробуйте. И отличается ли он по вкусу от Если других соленый, хинкалов. да. И о своих эмоциях я скажу вам чуть. Только одно слово можно в данный момент подобрать. Это очень-очень Жен- вкусно. Да, мы с По вкусу еще добавляется вот это из барбарицы, из местного сделано. Барбарица это, как сказать, турши называется. У нас турши, барбарица, она Это кисловатый. добавляется прям в суп? Да, кисловатый. Так, я Это попробую. добавил, вот тоже вкусно. По желанию чеснок добавляем. То есть сейчас вечером чеснок не принесли, все сразу не смогли. И в нее помощница нету. Если невеста здесь была бы, это суроли еще вкуснее получилось бы. Итак, Ну, сейчас я пробую с барбарисом. Попробуй эту. Колбасу возьми. Вкусно. Если обрежь колбасу, Реженные куски уже. Так целый чуть. Спасибо вам большое за ваш прием. Спасибо, что так вкусно накормили нашу съемочную группу. И я надеюсь, что когда-нибудь я еще раз посещу ваш дом. Спасибо. Рад вас. А я напоминаю, что это была передача «Горячий поднос». Я ведущая Патима Магомедова. Сегодня мы были в Рутульском районе. И настало время прощаться с нашими телезрителями. Увидимся с вами совсем скоро. Пока. 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 Пока.